Чильде – самое холодное время зимы. Оно длится без малого 40 дней. Прошлогодний Чильде бишкекчане, наверное, запомнят надолго. В январе, в лютые морозы, они остались без тепла. Из-за аварии на ТЭЦ в школах отменили занятия, в больницах мерзли пациенты. Линии электропередач не выдерживали нагрузки. В отдельных спальных районах горожане сидели без тепла и света. Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 90 миллионов сомов. Эта авария обнажила многие коррупционные схемы в энергоотрасли. Сегодня в нашей стране каждый обыватель понимает, там, где крупные кредиты и гранты, там и откаты, и распилы. В итоге получаем красивую обертку, а что внутри, одному Богу известно. Кстати, это касается и сфер строительства и дорог. ГКМБ были возбуждены уголовные дела по фактам аварии и модернизации на столичной ТЭЦ. В Первомайском райсуде чуть ли не ежедневно проходят судебные слушания. Процесс идет. На скамье подсудимых, напомню, бывшие премьер-министры Сапар Исаков, Джантуру Сатыбалдиев, депутат Осмовик Артыкбаев, а также бывшие топ-менеджеры энергоотрасли во главе с Айбеком Калиевым. Кто знает, если бы не авария на ТЭЦ, вся эта грязь не всплыла бы наружу. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Дело по факту аварии на этой неделе дал показания зам главного инженера ТЭЦ Павел Иконников. Он сообщил, что в аварии на теплоэлектроцентрале виноваты работники, дежурившие в тот день. Они якобы не смогли определить, что уровень воды в оборудовании упал до критической отметки. Однако адвокаты подсудимых сказали, что ранее в ходе следствия Иконников указал другую причину аварии – отсутствие стекол и кровли в котельном цехе. Свидетель путается в показаниях, сказали адвокаты подсудимых. Подсудимых семеро, включая Айбека Калиева, Бердибека Буркоева и Узака Кадырбаева. Суд допросил и инженера электрических станций Виктора Занкового. Он был членом комиссии по исследованию причин произошедшего. Специалисты нашли несколько причин аварии, в том числе несогласованные действия оперативного персонала, недостаточное количество воды, а также низкая температура в цехе. Был допрошен один свидетель. Он дал показания, что был в составе межведомственной комиссии, которая расследовала причины нарушения. На скамье подсудимых 7 бывших чиновников энергоотрасли. Им предъявлены обвинения, предусмотренные 221 статьей. Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций. Следующее судебное заседание состоится 25 декабря. Допрос свидетеля продолжится. Одна из основных причин аварии на ТЭЦ – ход ремонтных работ никто не контролировал, считают эксперты. Здание ТЭЦ как будто бы после войны было. Ни одного окна, все были разрушены. Мы тогда видели, когда показывали по телевидению, что на ТЭЦ, где постоянно жарко было, все оборудования замерзали. Видно было лед, в каком состоянии все это оборудование. Я думаю, что руководство ТЭЦ должно было заранее подготовить. А накануне Первомайский райсуд продолжил рассмотрение уголовного дела по тендеру. Судья выслушал специалиста по котельным установкам, принимавшего участие в ходе аудита, и госинспектора Счетной палаты, который проводит аудит использования денежных средств, потраченных на ремонт 3 котлоагрегатов ТЭЦ. Продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «Электрические станции» и представителей Аймар Энерджи. Они обвиняются в нарушении порядка проведения тендеров на закупку оборудования и злоупотреблений должностными полномочиями. Мы допросили еще 3 свидетелей. Допрос 2 из них продолжится 24 декабря. Всего же ГКНБ возбудил 4 уголовных дела. По 2 из них идет судебный процесс. Первомайский райсуд сейчас запрашивает свидетелей, чтобы разобраться, почему и по чьей вине произошла авария и насколько законно был проведен тендер по модернизации теплоцентрали. О масштабной коррупции в энергетике общественности стало известно после аварии на ТЭЦ. Чиновники уверяли народ, что ТЭЦ стала почти новой, но столичная теплоэлектроцентраль даже не выдержала первых холодов. В лютые морозы из строя вышло теплоснабжающее оборудование. В результате горожане почти 5 дней были вынуждены жить в квартирах при температуре ниже 10 градусов.
так же, как и в садиках, школах, вузах и больницах. Причинами возникновения нарушения явилось несогласованные действия оперативного персонала, которые привели к этой нештатной ситуации. Потом причинами возникновения были это низкий уровень химобиссоленной воды на деараторах химобиссоленной воды и питательной воды турбинного цеха города ТЭЦ города Бишкек. Потом замерзание импульсных трубок, датчиков вследствие низких температур в здании химцеха. Если сказать, что остекление повлияло бы или не повлияло бы, в любом случае при низком уровне химобиссоленной воды аналогичные отключения они были бы, но замерзания импульсных трубок не было бы. Расследование по реконструкции ТЭЦ началось незамедлительно. Следствие составило список ответчиков, причастных к делу. За стальной решеткой оказался целый ряд чиновников, в том числе 2 бывших премьера Сапар Исаков и Джантуру Сатыбалдиев. Всем предъявлены обвинения в коррупции. Летом этого года собственное расследование провела Временная комиссия парламента. Основной вердикт депутатов – проект по реконструкции теплоэлектроцентрали был подготовлен быстро и некачественно. Не было ни ТЭО, ни сметной стоимости. Почему в сжатые сроки в спешке без ТЭО подписывали контракт? Я поддерживаю итоги работы комиссии. Взяли кредит 386 миллионов долларов, а должны возвратить 500 миллионов. Долг должны выплачивать те, кто украл эти деньги. Президент обещал бороться с коррупцией, и все мы должны ему помогать. Сапар Исаков в деле фигурирует не случайно. Первые переговоры с китайской компанией TBA о модернизации ТЭЦ начались, когда он был замом рукаппарата президента и заведовал отделом внешней политики. ГКНБ предъявила обвинение, в котором говорится, что Сапар Исаков, используя свое политическое положение, вместе с группой лиц пролоббировал интересы иностранной компании, в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупном размере. На модернизацию ТЭЦ было потрачено 386 миллионов долларов, а Кыргызстан задолжал китайскому банку около $500 миллиарда вместе с процентами. Отдельные госдеятели преднамеренно выдвигали невыгодный для страны проект путем лоббирования компании TBA, говорили нардепы. Ущерб от коррупции достигает сотен миллионов, а то и миллиарда, как показывает практика. Зачастую основными фигурантами должностных и экономических преступлений становятся чиновники. Государство объявило масштабную войну коррупции, а Совбез пообещал, что наказание понесут все, вне зависимости от чина и ранга. Бермет Курманбекова, Яна Дюшикеева, Оскар Уланулу. Общественный, Первый канал. Итоги недели.